Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день людей с инвалидностью. Этот день призван привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнуть важность создания достойных условий жизни для тех, кто оказался в трудных жизненных обстоятельствах. В преддверии этой даты поговорим о мерах социальной поддержки у нас в республике. Гости у нас в студии Альбина Трубина, первый заместитель министра труда и соцразвития Республики Саха-Якутия. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, об основных мерах социальной поддержки, доступных инвалидам в Якутии. Но вообще граждане с инвалидностью – это федеральная категория, да, и, соответственно, им обеспечивается пенсионное обеспечение, да, и в рамках как раз-таки по линии социального фонда России также предоставляется, например, родителям, неработающим родителям, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами, либо за инвалидом первой группы, также предоставляется ежемесячная денежная выплата, да. Кроме того, конечно же, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью предоставляются технические средства реабилитации. Также ежемесячные денежные выплаты, которые также можно получать в натуральном виде. Да, это набор социальных услуг, который включает санаторно-курортное лечение, это проезд к месту лечения обратно, да, и медицинские препараты, да, в соответствии с заболеванием, с нозологией. Ну и, конечно же, кроме, да, федерального таких вот льгот, да, гарантий, также предоставляются в рамках уже регионального законодательства, уже финансируется за счет государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Это, конечно, прежде всего дополнительные технические средства реабилитации, которые не предусмотрены в федеральном перечне. Их на сегодня уже 27 наименований в данном перечне. В этом году он был значительно расширен, а ранее, значит, в этом перечне было 15 наименований видов дополнительных технических средств реабилитации. Они также предоставляются, конечно же, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации граждан с инвалидностью. Конечно же, это проезд до республиканских реабилитационных центров, да, до учреждений среднего профессионального образования. Кроме того, предоставляется для граждан с инвалидностью, которые находятся на диализном лечении, это проезд, да, к месту диализа и обратно. Соответственно, также аренда жилья, да, там, где находятся учреждения, которые осуществляют, да, диализ. Кроме того, это материальная помощь в зависимости от конкретной жизненной ситуации гражданина с инвалидностью. Это может быть и предоставление медицинских услуг, это возмещение, допустим, лекарственных препаратов, да, которые не входят в программу социальных гарантий, да, и, соответственно, другие также мероприятия могут быть, да, профинансированы, но это уже зависит, конечно, от, во-первых, самой инвалидности, заболевания и, соответственно, дохода семьи. Ну и, конечно же, это региональная социальная доплата, которая у нас в республике финансируется в случае, если пенсия не достигает величины прожиточного минимума пенсионера. В этом году в республике принята концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов до 2030 года. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, действительно, в республике принята концепция развития системы реабилитации, абилитации граждан с инвалидностью, а также детей с инвалидностью. Она, конечно, направлена прежде всего на совершенствование, да, реабилитационных услуг и на несколько уровней, да, она разделена, то есть есть, скажем так, специализированные учреждения, да, которые осуществляют, ну, высокоуровневую, скажем так, да, реабилитацию. Они у нас находятся в основном в городе Якутске, в городе Нерюнгри, да, такие основные наши реабилитационные центры. Ну и, конечно же, есть,
скажем так, пакет реабилитационных услуг, которые осуществляются на базе учреждений социального обслуживания. Да? И также мы стремимся, конечно же, развивать альтернативные формы реабилитации. Это мы предусмотрели в данной концепции. Да? На сегодня следует отметить в работе также план мероприятий по реализации данной концепции до 30 года. И что хочу отметить, что мы, конечно же, должны стремиться для того, чтобы реабилитационные услуги мог получить каждый гражданин с инвалидностью абсолютно в каждом населенном пункте, независимо, это сельская местность, это районный центр, это столица, да, республики, то есть неважно. Получается, конечно же, это будет различаться по уровням, да, соответственно, по, скажем так, пакету, да, услуг реабилитации, но тем не менее отдельные виды услуг можно осуществлять даже на дому. Да. Поэтому на сегодня у нас также реализуется на базе Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется сейчас пилот, да, проект, который называется «Домашний микрореабилитационный центр». Да, то есть это реабилитационные услуги именно на дому. Да. При эффективной реализации данного пилота мы, конечно же, будем работать в целях его масштабирования и в других районах в том числе. Да. Ну и, конечно же, я считаю, что очень важно подключать в комплексную реабилитацию именно некоммерческие организации, которые у нас также занимаются вопросами инвалидов. Конечно, прежде всего это в рамках именно социализации и интеграции в общество. Да? То есть некоммерческие организации активно взаимодействуют, кроме учреждений социального обслуживания, да, также и с медицинскими организациями, с учреждениями образования. Да? Они могут, в принципе, подключать любые абсолютно, да, учреждения и, соответственно, быть полноценными поставщиками реабилитационных услуг. В 2021 году совместно с ФБРФ и Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей и детей-инвалидов в ГАОРДе реализуется проект по внедрению сопровождаемого проживания граждан с ментальными нарушениями. Вот где и как реализуется проект? Да, действительно, такой проект реализуется при поддержке главы Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева. Данный проект был запущен, да, он начинался в городе Якутске. Соответственно, в рамках сопровождаемого проживания, значит, были предоставлены помещения, да, соответственно, где граждане с инвалидностью, именно с ментальными нарушениями, смогли получить социально-бытовые навыки, да, пройти обучение на базе республиканского техникума-интерната для граждан с инвалидностью. Они, значит, прошли такие короткие программы, скажем так. Да. Республиканский техникум-интернат также заключил соглашение, да, с Ленинградским мультицентром по социализации граждан с инвалидностью. Поэтому эти программы, они как раз-таки, ну, переняли, скажем так, опыт. Да. Это короткие программы и именно специализированные. Да? Соответственно, у нас бенефициары были как из домашних семей, так и с учреждений социального обслуживания. Все ребята, значит, смогли получить определенные навыки, да, как социально-бытовые, так и профессиональные, скажем так, да, и отдельные ребята уже трудятся на открытом рынке труда. Ага, и часть ребят, они, значит, прошли социальную занятость. Вы знаете, что 11 октября у нас также было открытие мастерской. Это все было в рамках данного проекта. То есть в развитии, скажем так, сопровождаем проживание, реализован проект, ну, скажем так, да, по социальной занятости, по сопровождаемому трудоустройству в этой мастерской. Сейчас там 3 направления. Это швейная мастерская, гончарная мастерская по производству пастилы. И ребята там могут трудиться, да, получить новые трудовые навыки и даже реализовывать, да, свою продукцию. Поэтому здесь, конечно, мы будем развивать данный проект в дальнейшем. В Республике инвалидам предоставляются дополнительные технические вот средства реабилитации. Вот где и как их можно получить? Да, я уже отмечала, да, что у нас в республике действует дополнительный перечень технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень. Да, их 27 наименований. В этом году действительно мы его значительно расширили. И
В следующем году, конечно, все средства из регионального бюджета предусмотрены на обеспечение данных дополнительных технических средств реабилитации. Конечно же, они будут предоставляться в рамках индивидуальной программы реабилитации гражданина с инвалидностью. И, соответственно, для того, чтобы получить данное средство, да, необходимо обратиться либо в Управление социальной защиты населения по месту жительства, либо можно обратиться через портал государственных услуг, да, и ничего, кроме заявления, в принципе, не нужно. То есть все остальные документы, они запрашиваются уже через межведзапросы, никаких бумажных документов не требуется абсолютно, поэтому здесь вообще никаких проблем нет, да, по документам. Плюс еще хочу отметить, что также у нас действуют пункты проката технических средств реабилитации, где можно ознакомиться, да, с данным техническим средством, со специалистами, опробовать его, да, то есть специалист может обучить, как им пользоваться, возможно, ему там другое требуется, да, средство или какое-то индивидуальное, возможно, да, поэтому здесь мы тоже в городе Якутске у нас есть прокат, да, и в таких крупных, скажем так, до 7 районах республики, и в дальнейшем мы, конечно, также будем развивать, масштабировать и, соответственно, уже будем открывать во всех районах республики. Один из актуальных вопросов в настоящее время – это реабилитация участников специальной военной операции, членов их семей. Вот как продвигается эта работа у нас в регионе? Да, действительно, на сегодня участники специальной военной операции, члены их семьи нуждаются в реабилитации и социализации. Да? У нас действуют специальные программы для них на базе республиканских наших центров реабилитационных. Да? Это прежде всего, конечно, в городе Якутске, но и в городе Нерюнгри, в Амгинском районе, в Алекминском районе. Даже вот на северах у нас на базе комплексных центров социальной защиты населения, да? В Оленёкском, Среднеколымском районах также действуют, да, программы реабилитации для участников специальной военной операции, членов их семей. Конечно, это специальные программы, разработанные, да, нашими реабилитационными центрами, которые также перенимали опыт, да, и у других субъектов, да, соответственно, для развития. И, конечно, мы не остановились на этом. В любом случае они будут совершенствоваться. Как раз-таки в рамках реабилитации участников СВО в этом году также был принят порядок, да, именно для межведомственного взаимодействия, усиления. То есть в данном порядке предусмотрена реабилитация как медицинских учреждений, так и учреждений социального обслуживания. Да, там же привлечены учреждения культуры, учреждения спорта, да, Госфонд «Защитники Отечества». То есть абсолютно все участники реабилитации, да, предоставляют услуги. Конечно же, мы стремимся сопровождать также, да, семьи участников специальной военной операции. И кроме того, что предоставляются социальная реабилитация с элементами медицинской реабилитации, конечно же, проводится также работа по профессиональной ориентации, по обучению, если требуется, да, по содействию в трудоустройстве. И, конечно же, консультации осуществляются по мерам поддержки необходимым, да, для конкретной семьи, в зависимости от жизненной ситуации. Да. И также предоставляется государственный социальный контракт, уже по доходам семьи. Ну что ж, хочу отметить, что для людей с инвалидностью у нас в республике делается многое. Инвалиды у нас не остаются брошенными, да, или оставленными наедине со своими проблемами. Альбина Владимировна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.